В эфире канала «Новый век», выпуск новостей, в студии Чинчи Кашпукол. Здравствуйте. Коротко о главном. За неосторожное обращение с огнем можно лишиться свободы на 4 года. В Туве возбуждено первое уголовное дело по факту лесного пожара. Из школьников в студенты в главном вузе региона стартовала приемная кампания. Аэропорт Кызыла может стать международным. Власти Тувы намерены поднять вопрос о смене статуса воздушной гавани. О новостях подробнее. Площадь лесных пожаров в Сибири приближается к 80 тысячам гектаров. За сутки площадь возгорания увеличивается в среднем на 2500 га. Сегодня лесные пожары полыхают на территориях нескольких регионов Сибири, в Бурятии, Иркутской области, Красноярском, Забайкальском краях и в Туве. На 8 часов утра 30 июня на территории республики зарегистрировано 26 лесных пожаров на общей площади свыше 27 тысяч гектаров. О пожарной обстановке в Туве подробнее в следующем сюжете. Главная задача, стоящая перед спасателями, это не допустить распространения огня в сторону населенных пунктов. По состоянию на 30 июня на территории республики действует 26 лесных пожаров на общей площади свыше 27 тысяч гектаров. По данным Госкомлеса Тувы, за сутки возникло 5 очагов, в числе которых пожары в Пихемском, Тысхемском, Улухемском, Тандынском районах и в заповеднике Азаз в тот же. На борьбу с огнем привлечены около 400 человек. Ситуацию в местах тушения лично оценил глава Тувы Шалбан Караул. Не хватает людей, не хватает средств, да и вообще очень сложно остановить, потому что все сухо. Давайте постараемся. Мобилизуйтесь, пожалуйста. Сегодня в борьбе с огнем задействованы все мобильные группы подразделений Государственного комитета Республики по лесному хозяйству и наземные группировки органов местного самоуправления. Помогают тувинским коллегам и дополнительные силы, прибывшие в республику из соседнего региона. Довольно высокий уклон у горы, очень большая замусоренность. И если бы мы начали тушить пожар, скажем так, где-то на вершине, во-первых, мы очень сильно рисковали жизнями, это во-первых. Во-вторых, там работы, большая часть работ осложнены тем, что, например, мы делаем минерализованную полосу, вырываем все, что может гореть, до земли. И уже от этой минерализованной полосы обычно как-то даем отпор пожару, да, то есть отжиг проводим, либо оттушиваемся. Но тут любая деревяшка, которая скатывается по высокому уклону, может испортить многодневные труды. Почти все очаги в труднодоступной местности. Горящие леса тушат 5 воздушных бортов, в том числе и вертолет Сибирского регионального центра МЧС России. В настоящее время сейчас пожары, которые действуют, это все грозовые пожары. Они в отдаленных местах, в труднодоступной горной местности. И тушение лесных пожаров, данных лесных пожаров, возможно применение только авиационных сил и средств. Привлечение техники не представляется возможным. По данным Государственного комитета по лесному хозяйству республики, большинство действующих пожаров возникли из-за сухих гроз. Все лесные пожары находятся на значительном удалении от населенных пунктов, угрозы им нет. Допустимая норма концентрации вредных веществ в воздухе на территории населенных пунктов не превышена. В Туве по-прежнему действуют режимы чрезвычайной ситуации регионального характера в лесах и особый противопожарный режим. Это значит, что находиться в лесах строго запрещено, не говоря уж о разведении огня. Именно последнее стало причиной возбуждения первого с момента введения на территории региона особого режима уголовного дела. Причиной возникновения пожара послужило неосторожное обращение с огнем. Ущерб лесному фонду составил более 70 тысяч рублей. Виновнику грозит до 4 лет лишения свободы. Чинчи Кашпукол, РС Хавалых, Игорь Стародомов, телекомпания «Новый век». Стартовала официальная вступительная кампания в российские вузы. В главном высшем учебном заведении Тувы уже работает приемная комиссия. Всего в этом году на бюджетные места в Тувинский госуниверситет сможет поступить 781 студент. Все категории абитуриентов подают документы в разные сроки. Какие специальности больше всего у них востребованы, узнавала Диана Баянбогус. Приемная кампания для бакалавров и специалистов, стремящихся поступить на бюджетные места, началась 20 июня и продлится до 26 июля по очной форме обучения. Всего в университет сможет поступить 781 студент для обучения за счет средств федерального бюджета. Из них 10 отправятся на магистратуру. Дополнительные 910 абитуриентов будут определены на договорные места. Те поступающие, которые сдают экзамены в университете, выпускники техникумов и иностранные граждане, должны подать
подать документы до 10 июля. В этом году университет реализует на программу бакалавриата, то есть новые направления, то есть это химия, медицинская и фармацевтическая химия, то есть это очная форма обучения, и на биология, профиль охотоведения, то есть это заочная форма обучения. Будем принимать. Как поделилась Албак Мангуш, выпускники школы этого года еще не получили аттестаты, поэтому основной поток абитуриентов еще впереди. Сейчас идет прием выпускников школ прошлых лет. Айрана Мангуш подала заявление сразу на 3 специальности. Так будет больше шансов поступить, делится абитуриент. Я выбрала специальности бизнес-информатика, менеджмент и юриспруденция. Бизнес-информатика я выбрала, потому что в этом году заканчиваю Казахский педагогический колледж по специальности компьютерные сети. Поэтому я хотела продолжить обучение. А юриспруденция, я с детства мечтала стать юристом. Большим спросом в Тувинском госуниверситете пользуются такие специальности, как юриспруденция, экономика, зарубежное регионоведение, документоведение и архивоведение и биология, химия. Следует отметить, что при учете индивидуальных достижений поступающего, а также других интеллектуальных и творческих конкурсах, спортивных соревнований начисляются дополнительно 10 баллов. Диана Баймбулсерес, телекомпания «Новый век». Стал известен размер пенсии в 2018 году. Пенсионные выплаты неработающим гражданам в следующем году планируют проиндексировать с 1 февраля на 3,8%. Об этом написано в основных параметрах бюджета Пенсионного фонда России на 2018 и плановые 2019-2020 годы, сообщает «Российская газета». Ожидается, что доходы Пенсионного фонда страны составят почти 8,5 триллионов рублей. Из них 3,5 триллиона составят межбюджетные трансферты. При этом доходы на обязательное пенсионное страхование составит около 7 триллионов рублей. Из них почти 5 триллионов должны принести страховые взносы. Еще 2 триллиона – средства федерального бюджета. Что касается последующих лет, то в 2019 и в 2020 годах пенсии планируют индексировать на 4%. И о курсах валют. Доллар стоит 59 рублей 9 копеек, а евро 67 рублей 50 копеек. Сделаем паузу на рекламу, она будет недолго. Оставайтесь на канале «Новый век». Огненная вечеринка «Голос Азии» 8 июля в ресторане «Горыныч». Начало в 9 часов. Врывайся в это лето вместе с «Голосом Азии». Телефон для бронирования 8 923 385 30 49. Федеральное агентство лесного хозяйства и авиалесоохрана предупреждают: запрещено выжигать сухую траву. Соблюдайте правила безопасного поведения в лесу. Берегите лес от пожара. Обнаружили пожар? Звоните 8 800 194 200. В эфире новости. Продолжаем выпуск. Власти Тувы намерены поставить вопрос о приобретении аэропортом Кызыла международного статуса. Правда, вопрос будет решаться после завершения его реконструкции в конце этого года. По словам Шалбана Караула, сдача всего проекта запланирована к 31 декабря 2017 года, но, возможно, это будет чуть раньше. Глава региона подчеркнул, что жить в приграничном регионе и не превращать это в капитал развития было бы неразумно. И все силы приложим, чтобы, по крайней мере, были рейсы к нашим монгольским соседям и Пекин, заявил глава Тувы. По его словам, ремонт взлетно-посадочной полосы уже закончен. Идет работа на перронах и подходах к ним. С 3 июля при чрезвычайных обстоятельствах возможен прием воздушных судов.
До августа планируется решить бюрократические процедуры для официального запуска полетов. Получить справку о судимости, оформить документы и получить данные из архива – это лишь небольшой перечень государственных услуг, которые оказывает региональное министерство внутренних дел посредством интернета. Сегодня прошел день открытых дверей в информационном центре МВД по Республике Тыва. На нем сотрудники показывали и рассказывали преимущества таких онлайн-услуг. Подробности далее. Сегодня в информационном центре многолюдно. Каждый решил воспользоваться привилегией – получить справку в кратчайшие сроки. Амалия Шмидт пришла сделать документ об отсутствии судимости. Такую справку требуется тем, чья работа связана с детьми – воспитатели и преподаватели детских садов, школ, медработники, а также студенты, которые поступают работать или учиться в правоохранительные органы. Всем участникам акции справки в короткие сроки выдаем в течение 3 рабочих дней. В четверг вы уже сможете получить готовую справку. И первым участникам акции дарим подарки с нашей символикой. Вот вам за участие акции мы вручаем блокнотик. Спасибо большое. Ну, сегодня я узнала об акции через интернет, что проводится вот такой день открытых дверей, и решила воспользоваться услугами. Результат, то есть выдача справки я получу в следующий четверг. В подарок сотрудники информационного центра вручили кружки с символикой МВД Республики, блокноты для записей и другие канцелярские принадлежности. Кроме услуг по выдаче справок, полицейские консультируют и регистрируют пришедших по единому порталу госуслуг. В электронном виде можно получить архивные справки о реабилитации, об отсутствии судимости и многое другое. Мы планируем проводить эти акции ежемесячно. Информацию о проведении акций мы размещаем в социальной сети ВКонтакте, в Одноклассниках, а также на ведомственном сайте МВД. Ну и в дальнейшем, в последнюю пятницу месяца мы планируем ежемесячно проводить их. Тем, кто получает госуслуги в электронном виде, срок выполнения услуг сокращается вдвое. Вместо 30 суток гражданин будет ждать справку 2 недели. Но есть одно «но». В электронном виде справка не будет, действительно, если ее распечатать. Поэтому подать заявление можно в электронном виде и спустя 2 недели после уведомления в личном кабинете портала прийти в ФХЦ или информационный центр МВД Тувы за справкой. Таким образом, экономится личное время. Кроме того, заявление о предоставлении госуслуги можно подать лично, обратившись непосредственно в информационный центр МВД по Туве по адресу дом номер 16, улица Щетинкина-Кравченко, либо в любой многофункциональный центр. Диана Баембулсерес-Ховалы, телекомпания «Новый век». Далее наша постоянная рубрика «Новости короткой строкой». Глава Тувы Шалбан Караул поздравил золотых медалистов с отличным окончанием школы и вручил благодарственные письма тем, кто лучше всех сдал ЕГЭ. Торжественное чествование выпускников прошло в Доме правительства. Особое внимание было уделено выпускникам, получившим наиболее высокие баллы на едином государственном экзамене от 70 до 100 баллов. Они также были отмечены благодарственными письмами. Со следующей недели обмен платежных карт бюджетников и пенсионеров на карты МИР вступит в новую стадию. До 1 июля 2018 года карты МИР получат все сотрудники бюджетных организаций. Для тех, кто не хочет пользоваться картой и получает пенсии или зарплату наличными, а также на счет, не привязанной к карте, будет сохранен прежний порядок. С 26 июня в Туве начала работать группа экспертов Рособорнадзора, прибывшая с плановой проверкой программ Тувинского государственного университета на соответствие образовательным стандартам. До 30 июня экспертам предстоит изучить качество 105 образовательных программ, по которым ведется обучение в ТУВГО. Все они ранее были успешно аттестованы, за исключением 3 новых, по которым выпусков еще не было. Это лесное дело, электроэнергия, экология и природопользование. По факту ДТП с участием сотрудника полиции следственными органами Тувы возбуждено уголовное дело. 10 июня возле одного из домов села Хуваксы 35-летний сотрудник полиции, управляя автомобилем УАЗ «Хантер», совершил наезд на 2-летнего мальчика, который получил телесные повреждения и 24 июня скончался. По предварительным данным, пострадавший мальчик вместе с другими детьми находился на улице без присмотра взрослых. В течение месяца службой 03 Тувы выполнено 36 вылетов в районы и 4 за пределы республики. Месяц назад в регион прибыл вертолет санитарной авиации Ми-8 в рамках федерального приоритетного проекта по обеспечению доступности медицинской помощи. Тува стала одной из первых территорий, куда доставлен летательный аппарат, оснащенный реанимационным модулем. На вертолете доставлялись больные с сердечно-сосудистыми заболеваниями, беременные женщины и новорожденные дети, а также пострадавшие в ДТП.
Самое время узнать, какая погода ждет нас в выходные. Передаю слово Музе Черепановой. Прогноз погоды далее в эфире. Доброго времени суток! Вы смотрите прогноз погоды, и я его ведущая Муза Черепанова. О погоде 1 июля. Днем в Кызыле пасмурно, умеренный дождь, возможно гроза. Плюс 28, плюс 30 градусов. Вечером и ночью облачно с прояснениями, плюс 18, плюс 20. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Порывы будут достигать 14 метров в секунду. Местами по республике Тыва ожидаются сильные грозы, сильные ливни, град, местами крупный, усиление шквалистого ветра 15-20 метров в секунду, местами до 25 метров в секунду. Относительная влажность воздуха 73%. Геомагнитное поле немного неспокойное, давление 693 миллиметра ртутного столба. В воскресенье 2 июля днем пасмурно, дождь плюс 22, плюс 24. Вечером и ночью облачно, дождь, возможно гроза. Столбик термометра будет держаться на отметке плюс 15, плюс 17 градусов. Ожидаются умеренные дожди, местами сильные грозы. Возможны грозы, град, усиление северо-западного ветра 15-20 метров в секунду. Местами до 20-25 метров в секунду. Влажность воздуха 92%. Ожидается небольшая геомагнитная буря. Давление 697 миллиметров ртутного столба. Хороших вам выходных и неважно, какая погода за окном. До встречи в эфире. Это была последняя информация выпуска. Если что-то пропустили, ищите его также на YouTube-канале Тувинская единая служба информации. Спасибо за внимание и всего доброго. В новом номере еженедельника Тува ТВ читайте. Первый месяц летнего сезона на водоемах республики утонуло 3 ребенка. На гору Даге строят ступени для подъема. Легендарная тувинская певица в гостях у радио «Голос Азии». Где родился, там и пригодился. Как живут бывшие жители Тувы за Саянами. Напоминаем, с 1 июля тарифы на электроэнергию изменятся. Куда сходить в Красноярске с детьми? А также тибетский календарь, погода, сканворд, гороскоп, анекдоты, результаты розыгрышей лотереи, ТВ-программа, недвижимость в отдельном блоке и огромное количество объявлений. И еще много интересной и полезной информации. Если объявление, то Тува ТВ.